Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире январский выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. И мы спешим поделиться с вами самыми яркими событиями прошедшего месяца. Год начался очень продуктивно. С первой рабочей недели Головной колледж и наши филиалы проводят профориентационную работу в школах. Важно уже сейчас определиться с будущей профессией, и мы всегда готовы раскрыть загадки наших специальностей школьникам и помочь в этом непростом выборе. В филиал колледжа в городе Йошкар-Ола пришли новые тренажеры по медицинской подготовке и для оказания первой помощи. Умение грамотно оказывать первую помощь – это стандартный навык каждого курсанта. Именно такая подготовка необходима в первую очередь каждому, кто решил связать свою жизнь с социально значимыми профессиями, а материальная база учебного заведения – это залог успешной подготовки. 14 января клуб патриотического воспитания «Ижевские курсанты» принял участие в мероприятии «Рождество добрых дел», организованным СДК «Октябрьский». Наши курсанты выступали для жителей села Октябрьского, пели песни и танцевали. Ижевские курсанты, колледжа государственной и муниципальной службы, руководитель Елена Викторовна Лимонова. Люди так не похожи, разные их пути, но ты пришел в этот мир не один. Мы зарядили зрителей хорошим настроением. Надеемся принять участие в этой акции и в следующий раз. В ночь с 18 на 19 января православные отметили светлый праздник Крещения Господня. По традиции, курсанты Головного колледжа и наших филиалов совместно с добровольцами региональных отделений ВСКС обеспечивали безопасность верующих при совершении обрядов купания на водоемах Удмуртской республики, Ульяновской области и республики Марий-Эл. Эта ночь прошла без происшествий благодаря вашей работе. Спасибо вам! В Удмуртии за безопасностью крещенских купаний следили волонтеры. На дежурство в ночь заступили только подготовленные студенты-спасатели и добровольцы. Проходят обучение на базе Всероссийского центра координации и подготовки студенческих добровольных спасформирований. Будем оказывать помощь и содействие по обеспечению безопасности при купаниях и при крещенских купаниях именно на водоеме. Смотреть, как люди заходят, мало ли подать руку, может кому-то плохо стало или еще что-то, мы будем помогать. Сложных случаев никаких не было, все проходило нормально. Люди все понимающие, все, кто были готовы, они морально подготовились и никаких плохих ситуаций не случалось. Более 500 человек в эту ночь окунулись в купель в деревне Русский Вожжой. Местные жители и представители церкви снова подчеркивают, каждый сам делает свой выбор. С 18 по 20 января в рамках всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» курсанты филиала колледжа посетили с экскурсией Ульяновский линейный отдел МВД России на транспорте, Управление ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а также Центр профессиональной подготовки УМВД по Ульяновской области. Каждый курсант узнал для себя много нового об истории создания отделов, работе кинологов, криминалистов, а также инспекторов ГИБДД. 20 января председатель Совета комитета общественности Республики Марий-Эл Игорь Владимирович Афанасьев наградил преподавателя нашего филиала Лапину Ольгу Сергеевну за победу в конкурсе «Народное признание» в номинации «Учитель года-2021». Мы от всей души поздравляем нашу коллегу с победой. Курсанты филиала в Ульяновске приняли участие в областном фестивале творчества студентов СПО под рождественской звездой. Наши представители выступали на площадке номер 4 «Литературная гостиная. Очарование Рождества». Спасибо организаторам за душевный вечер. В Головном колледже и в наших филиалах состоялась предзащита дипломных работ выпускного курса по специальности «Правоохранительная деятельность». Хорошая предзащита – это уже 80% успеха защиты дипломных работ. Пожелаем курсантам только отличных оценок. В Ижевске у выпускных групп специальностей «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях» началась подготовка к демонстрационному экзамену. В течение нескольких месяцев у них будет возможность повторить материал, необходимый для будущей профессии, а также на практике применить все знания, полученные в колледже.
По традиции, 25 января курсанты Головного колледжа приняли участие в красивом и грандиозном событии. Они посетили городской бал в честь Святой Татьяны и Дня студента. По традиции открывал бал клуб патриотического воспитания «Ижевские курсанты». Кружиться в вальсе, танцевать под ритмы веселой кадрили или медленного грациозного минуэта. Да, это возможно и сейчас. Спасибо организаторам за яркое и насыщенное мероприятие. Желаем вам дальнейших успехов и обязательно посетим вас в следующем году. Также 25 января в парке имени Горького состоялось мероприятие «Студенчество навсегда», где наших курсантов наградили за работу и помощь медработникам в рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Мы гордимся вами и также благодарим за проделанную работу. В конце месяца у Головного колледжа начались традиционные спелеологические выезды в Пермский край. На этот раз курсанты узнают тайны подземелья и получат начальные навыки спелеолога в пещере Кизиловская. Впереди еще будет много незабываемых поездок в это чудесное место. Следите за новостями в наших социальных сетях. В Республике Мариэл по инициативе курсантов нашего филиала был снят фильм о жизни, учебе и достижениях учащихся колледжа в прошедшем году. И если еще недавно наши курсанты и преподаватели попробовали свои силы в совместном с ГТРК Мариэл телесериале о Великой Победе, который получил высокие отзывы и оценки на федеральном уровне, то этот видеофильм – первый шаг курсантов в самостоятельное творчество. Это то, чем гордится наш колледж. Это наши достижения, завоевания и победы. А это то, что убедительно говорит о наших заслугах и достижениях, то есть то, чего смог достичь наш филиал колледжа с года своего основания, с 2019 года. И хотя нашему филиалу всего лишь 3 года, нам уже есть чем гордиться, и в этом заслуга каждого курсанта. Это наша святыня, это наше знамя колледжа. На базе колледжа в Ижевске и в городе Йошкар-Ола курсанты ведут активную подготовку к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия 2022. По компетенциям пожарная безопасность, спасательная работа и правоохранительная деятельность. Чемпионат пройдет в конце февраля, и мы с нетерпением ждем начала соревнований. Команды уже скомплектованы и готовы идти к победе. 29 января в рамках второй межконфессиональной спартакиады Удмуртской республики на базе спортивного оздоровительного лыжного комплекса имени Галины Кулаковой прошла лыжная гонка, в которой уже традиционно принимают участие курсанты нашего колледжа. В возрастной категории 2002-2003 года рождения на дистанции 5 километров наш курсант Коробейников Александр занял 3-е место. Поздравляем его от всего коллектива. 22 января в Головном колледже и наших филиалах прошли плановые дни открытых дверей. Абитуриенты познакомились с нашим оборудованием и увидели профессиональные навыки курсантов колледжа в работе. Спасибо, что посетили наше учебное заведение, и надеемся, что в скором времени мы увидим вас уже в качестве курсантов. Следующий день открытых дверей состоится 19 февраля. Всю подробную информацию ищите в наших социальных сетях. На этой прекрасной ноте выпуск новостей подошел к концу. С вами была я, Чернова Елена. Желаем вам отличного настроения и до новых встреч!